алейкум, дорогие телезрители! В эфире выпуск новостей «Лизги Хабарар». И с вами я, Селика Рамазанова. Коротко о главном. Жители Магарамхюрского района просят возобновить движение пригородных поездов. Ремонт центральной библиотеки Ахтынского района. Спецоперация «Оружие выкуп» проводится в Докуспаринском районе. В Дербенте раскопали многочисленные находки Петровской эпохи. А теперь об этих и других новостях подробнее. Главы 5 сельских поселений Магарамхюрского района Дагестана, расположенных у границы с Азербайджаном, попросили президента российских железных дорог восстановить пригородное сообщение в республике, сокращенное весной 2014 года. Тем временем Северокавказская пригородная пассажирская компания заявляет о намеченной отмене последней пары электричек в Дагестане, передает корреспондент Кавказского узла. В Центральной библиотеке Ахтынского района проводится капитальный ремонт читального зала. Инициатором проведения работ стал глава района Осман Абдулкеримов. Контроль и финансирование проводимых работ осуществляет местная некоммерческая организация «Возрождение». Торжественное открытие библиотеки ожидается в день празднования народного эпоса «Шарвиды». В Докуспаринском районе проводится операция «Оружие выкуп» по возмездному выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба муниципалитета. 16 мая в администрации Докуспаринского района участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Малику Гаджиеву в торжественной обстановке был вручен государственный жилищный сертификат. Этот документ дает право на получение социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Малик Гаджиев от имени семьи выразил благодарность руководству и администрации района. В ходе проведенной Дербентской археологической экспедиции были выявлены мощные культурные пласты, сообщает агентство РИА Дагестан. Исследования проводились Институтом истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН в рамках 44-го по счету полевого сезона. В площади раскопа было выявлено несколько погребений в простых грунтовых могилах. Все захоронения были совершены по христианскому обряду. В некоторых могилах зафиксированы остатки деревянных гробов, найдены кованые гвозди. Особо следует отметить, что у нескольких погребенных были обнаружены бронзовые нательные крестики, которые позволяют отнести выявленные погребения к Петровской эпохе. А теперь переходим к новостям спорта. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, 15 июня на базе спортивного комплекса Сардархюр Сулейманстальского района прошел республиканский турнир по дзюдо среди юношей разных возрастов. Соревнования были посвящены памяти ветерана Великой Отечественной войны Азима Алимова. На церемонии открытия турнира присутствовали руководители учреждений, районной администрации и общественных организаций. В мероприятии участвовало около 150 спортсменов. По итогам игр первое место заняла команда Сулейманстальского района. Второе и третье места соответственно поделили команды городов Махачкалы и Кизляра. Коллективы, занявшие призовые места, а также отличившиеся игроки награждены памятными подарками. По информации пресс-службы муниципалитета, с 27 по 30 мая в Хивском районе были организованы районные спортивные соревнования на призы депутата Наримана Асварова. В рамках мероприятия прошли турнир по футболу среди сельских команд района, турнир по вольной борьбе среди школьников, а также массовый кросс на дистанцию 5 километров. В соревнованиях по футболу приняли участие 11 сельских команд. В турнире по вольной борьбе состязались около 100 школьников, а в массовом кроссе участвовали более 40 жителей района. Участники соревнований, занявшие призовые места, были награждены грамотами и денежными призами. В Махачкале с 13 по 15 июня во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина прошел всероссийский турнир по самбо на призы пятикратного чемпиона мира Гусейна Хайбулаева. Впервые в программу турнира вошло выступление спортсменов по боевому самбо. Комплект медалей был разыгран в весовой категории до 57 килограммов. В финальном поединке победу одержал махачкалинец Велимурат Алхасов, воспитанник спортивной школы имени Джафара Джафарова. А на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами. Ассаламу алейкум.